Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на республиканском конкурсе хоровых коллективов. Пение – это творческое проявление натуры человека, которое представляет собой выражение чувств, эмоций. Пение – это работа мыслей и воображения. Республиканский конкурс собрал вокруг себя хоровые коллективы из разных районов и улусов нашей республики. Всего было представлено 9 хоровых коллективов из Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Усялданского, Намского, Хангаласского, Сунтарского и Татинского улусов, в составе которых 200 человек. Одни коллективы являются постоянными участниками фестивалей и конкурсов, другие приняли участие впервые. Целью фестиваля конкурса является сохранение и развитие традиций любительского хорового пения в Республике Саха-Якутия. Задачи конкурса – поддержка профессиональных кадров, работающих в сфере любительской хоровой культуры республики, расширение репертуара и активизация творческой деятельности хоровых коллективов, активизация музыкальной деятельности и рост творческого потенциала хоровых коллективов республики, в том числе любительских коллективов, популяризация хорового пения как самого доступного вида музыкального искусства. Творческие коллективы выступали в следующих категориях: любительские коллективы и коллективы со званием «Народный». Для участия в конкурсе хоре представили 2 конкурсных произведения, одно из которых это произведение якутских композиторов, и второе – произведение российских или зарубежных композиторов. Слово для приветствия предоставляется генеральному директору Республиканского дома народного творчества Сергею Степановичу Семенову. Уважаемые коллеги, вот и прошел очередной конкурс, фестиваль хоровых коллективов нашей республики. Он проводится ежегодно весной, но в этот год очень тяжелый, не только для нашей республики, но страны и мира в целом. Из-за пандемии мы хотим отметить, что количество участников данного мероприятия не уменьшилось. И очень благодарим за это коллективы, наши хоровые коллективы, которые у нас действуют и работают, несмотря ни на какие трудности в наших улусах республики. И хочется отметить, что именно благодаря вам хоровое искусство не теряет свою актуальность, развивается и держит уверенное место среди жанров народного творчества. Надеемся, что начиная с будущего года все будет проходить в нормальном режиме, и победители наших хоровых коллективов будут представлять нашу республику на всероссийских и региональных конкурсах. Спасибо. Выступление конкурса оценивало жюри, в составе которого ведущие дирижеры и деятели искусств Республики Саха-Якутия. Председатель жюри – главный хормейстер Якутской филармонии, отличник культуры Республики Саха-Якутия Людмила Анатольевна Шумилова. Члены жюри – заведующий предметно-цикловой комиссией хоровое дирижирование Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой, кандидат педагогических наук Лариса Васильевна Егорова. Солистка хора филармонии, выпускница Высшей школы музыки, участница всероссийских конкурсов Юлия Игоревна Караченцева. Объявляем победителей Республиканского хорового конкурса 2021 года. Победителем Республиканского хорового фестиваля конкурса категории «Любительские коллективы» в номинации «За волю к победе» становится сводный хор село Булгуняхтах Хангаласского улуса, руководитель отличник культуры Республики Саха-Якутия Туяра Алексеевна Петрова. Победители Республиканского хорового фестиваля конкурса категории коллективы со званием «Народный»
Диплом первой степени присуждается Деринскому народному хору, руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Фёкла Ивановна Попова. Лауреат третьей степени Тюнгюлинский народный хоровой коллектив, село Тюнгюлю, Мегано-Кангаласского района, руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Галина Иннокентьевна Варламова. Лауреат третьей степени Чебаринский мужской народный хор имени Гоголева, Чурапчинский улус, село Чеппара, руководитель Мечилия Васильевна Обутова. Лауреат второй степени Барагонский народный хор, Усть-Алданский улус, село Барагонцы, руководитель Айталы Анатольевна Слепцова. Лауреат первой степени Маинский народный хор имени Васильевой, село Мая, Мегино-Кангаласский улус, руководитель Саргылана Илларионовна Михайлова. В номинации «Лучший солист 2021 года» награждается Петр Попов, солист народного хора Нюргугун, село Намцы Намского улуса. Добрый день, Людмила Анатольевна. Здравствуйте. Ну, мы все прекрасно знаем, что вы на протяжении многих лет работаете председателем жюри республиканских конкурсов, проводимых Республиканский дом народного творчества. И поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о хоровом исполнительстве за последние годы. Если брать хотя бы даже последние 10 лет, то хоровое исполнительство еще было на плаву, могу так сказать. Это существовали большие проекты, где хоры самодеятельные, любительские, вместе с профессиональными нашего города поднимали такие большие полотна, как Прокофьев Александр Невский на сцене театра оперы и балета, да, когда поднимали триптих духовный Кулыгина, когда мы пели Свиридова курские песни, огромную кантату. То есть музыка хоровая, она еще кипела лет 10 назад. На данный момент, конечно, даже уже 5 лет назад уже начало сникание быть, к сожалению. Вы знаете, я считаю, одной из проблем – это нехватка кадров, нехватка молодых специалистов. К сожалению, наша молодежь сейчас, мало кто хочет идти в искусство, творчество, ведь профессия хормейстер. Многие думают, ну что же это так, что это, руками махать, многие так говорят. Это очень сложная профессия, потому что она включает в себя большую многогранность и пианиста, и теоретика, и психолога, и вообще человека как личности. Поэтому серьезный выбор за данной профессией идет в данный момент за немалым количеством ребят. Даже если ребята, которые заканчивают, допустим, музыкальный колледж, да, они уезжают за пределы учиться в консерватории и остаются в средней полосе России. К сожалению, вот я вернулась, я не хочу всех хвалить, но я вернулась в свои родные пенаты, потому что я закончила музыкальный колледж, вернулась на свою землю и продолжать наше хоровое искусство. Поэтому, к сожалению, вот это обостренная проблема, нехватка кадров, и вот ее нужно ставить острым ребром, нужно делать пути содействия для того, чтобы это вопрос был решаемым. Тогда у нас изменится положение. Да? Но вот буквально уже, могу сказать, этот год сильно подкосил, прям сильно подкосил, потому что пандемия подхватила все. И, это, наверное, уже вопрос другой. Ну, это, наверное, скорее всего, на всем сказалось, да? Да, конечно. А если говорить вообще о конкурсе 2021 года, какие вы видите плюсы, минусы этого конкурса? Да, конечно, я хочу выразить огромную благодарность всем участникам, кто в этом году попытался, и даже не побоюсь этого слова, попытался участвовать в различных конкурсах. Это и мужское братство, и поет село родное, и данный конкурс, который сейчас у нас закончился. За то, что люди не опустили руки и все равно набрали смелость, и какие бы у них составы на данный момент не были, в какой бы состоянии работа ни была, они все равно постарались себя записать по возможности или отправить какие-то старые записи.
Вот это большой плюс, что люди все равно есть такие, которые неугомонны к хоровому творчеству, к хоровому искусству. Душа у них трепещет, они не могут сидеть без дела. И за это я очень уважаю этих людей, потому что именно благодаря вот этим людям хоровое искусство не потеряется, оно будет продолжать жить. Но, конечно, качество страшно упало, сильно упало. И вот плюсы, я говорю, за то, что вот этот был позыв, желание не прерывать вот эту нить, да, хоровую. Но минусы, конечно, люди в отдаленных улусах, качество записи пострадало у многих. Некачественные минусовки, некачественные микрофоны. И, конечно, люди даже, мы видим, что, в общем-то, направленность талантливая, задачи поставлены неплохие, но само качество записи, плохая акустика, допустим, да, или неудачно снято, звук совсем меняет свое качество, и мы не можем, невозможно передать ту работу, которую была проведена в коллективе, и это были, конечно, минусы большие. И, конечно, то, что сильно упало количество участников, очень сильно упало, и поэтому хотелось бы сказать, что спасибо тем, кто остался, кто был предан хоровому искусству, и в любом состоянии в своем, в любом, неважном, да, очень слабые были коллективы, средние совсем, и даже коллективы, которые имели неплохой уровень раньше, да, такой довольно крепенький, они стали совсем средненькие, но они не ушли с хорового искусства, они не бросили его в момент этой беды. Ну, будем надеяться, что сейчас все у нас вернется, и опять забурлит наша жизнь, и будем искать для этих коллективов специалистов, чтобы поднимать наше великое хоровое искусство. Будем надеяться на это. Конечно, техническая сторона это желает, чтобы было лучше, и на этом, скорее всего, будут стремиться к этому, работать, улучшать это. И вот в этом случае, да, вообще, какие бы вы советы могли дать руководителям хоров или вообще творческих вокальных коллективов? Да, конечно, хотелось бы много дать рекомендаций, пожеланий нашим хормейстерам. Но первое, самое-самое первое, вы знаете, что в любой области, это не только в области хорового искусства или в области музыкантов, любой профессии, это не переставать учиться, постоянно развиваться. Даже если вы достигли какого-то приличного прям уровня, вы должны постоянно развиваться, повышать свое образование. Пусть даже у вас есть высшее образование, вы должны ездить на курсы. Это проводит и средняя полоса России. Есть и интернет-курсы. И в Якутске нужно добиваться, чтобы вы могли попадать на какие-то мастер-классы, приглашать к себе хормейстеров для помощи. Вы знаете, когда вы долго работаете с каким-то коллективом, потом притирается вот это ощущение, смазывается острота проблем, каких-то задач. Когда новый человек со свежими, можно сказать так, со свежим своим слухом музыкальным окунается в ваш коллектив, он может кардинально вам что-то подсказать и направить на какие-то решения каких-то проблем. Да? И, конечно, одна из острых проблем, это всех касается коллективов, и те, которые становятся лауреаты, те, которые дипломанты. К сожалению, острая проблема – это качество звука. Вот смотрите, я хотела бы привести вам такой пример. Вот я сейчас с вами общаюсь и пытаюсь с вами говорить деликатно, интеллигентно, вот таким тембром. Вот такой звук должен нести содержание в песне. Он должен быть приятным, он должен быть образованным, он должен быть благородным. Хоть громкое произведение, хоть плакатное, хоть вы марш поете, хоть вы гимн поете, хоть нежно-лирическую песню, колыбельную, всегда звук должен отвечать требованиям приятного восприятия на слух. Звук должен ласкать. К сожалению, если я сейчас поменяю речь, поменяю тон, сделаю его намного грубым, сделаю его намного таким, знаете, халатным, у вас и ко мне будет совсем другое отношение, и также в звук. Допустим, к примеру, я вам
Приведу пример. Ну вот возьмем известную песню «Во поле береза стояла», да? Ведь приятным звуком будет слушать, если вы споете это, допустим, в лирическом жанре «Во поле береза стояла». То есть звук, который несет за собой продолжение мысли. Вообще задача ваша какая на сцене? Не просто оттарабанить метр, ритм, слово. Вы должны людям, которые вас слушают, подарить настроение, чтобы люди ощутили во время вашего исполнения, во время пения, они в чем-то вдохновились, им что-то захотелось сделать, у них должны пойти мурашки, у них должны быть какие-то эмоции, вы должны в них возбудить какие-то посылы для чего-то в жизни вообще, в каких-то действиях. Вот это главная цель музыкантов на сцене. И в частности, певцов, хор или это солисты, у вас есть слово. Наш жанр, в отличие от инструментального, намного доступнее для слушателей. Поэтому я хочу вас обратить внимание. Я сейчас по-другому. «Во поле береза стояла». Видите? Вот я такой звук называю колхозный звук. Понимаете, он не несет ничего. Вот я могу, извините, дома убираться и вот таким звуком петь. Вы должны понимать, уважаемые руководители, что звук – это самое главное. Это ваша душа. Вот говорят, что по почерку человека, по его голосу можно понять, какой же он изнутри, какая у него душа. Вот я вас очень прошу. Звук – это 90% успеха вашего качества. Пожалуйста, следите за звуком, чтобы он отвечал требованиям характера произведения, жанра произведения, тех задач, содержательности, которые заложены в данном произведении. Далее, отношение к слову, отношение к фразе. Людям должно было вас интересно слушать. Понимаете, если вы будете постоянно петь монотонно, ни к чему не приходить. Ведь в жизни вы же не можете ходить весь месяц или всю неделю в одной и той же одежде, есть одну и ту же пищу. Так же и в музыке. У вас есть десерт, у вас есть праздничный стол, у вас есть праздничная одежда и так далее. И также в музыке есть кульминация, к чему вы должны все подвести. А есть места, где наоборот вы должны уйти в сокровение души, чтобы некоторые люди задумались. Верно ли я живу на этом свете? Я беру тот репертуар, когда люди берут, хормейстеры берут духовные произведения. Это вообще особый пласт насчет репертуара, это я чуть позже скажу, потому что это одна из главных проблем. Насчет репертуара, вот следующий совет, да, о котором я сказала. Выбор репертуара – это и есть рост вашего коллектива. Если вы будете, вот я из года в год сижу и слушаю одни и те же произведения, ведь ваш коллектив не растет. Не растет, если вы будете одно и то же петь каждый год. Понимаете, что вы должны постоянно менять репертуар, обновлять его и постараться его делать всегда сложнее, на немного, повышая. Ничего стыдного нет, если вы начнете свой первый, второй год с унисона, с вкраплением второго голоса и фрагментарно. Далее вы дойдете до третьего голоса. Но это будет чисто, ровно, красиво, приятно на слух. Обратите внимание, что выбор репертуара – это здорово, что мы поддерживаем якутских мелодистов, якутскую музыку. Конечно, хотелось бы, чтобы вы еще обращались, конечно, к композиторам якутским. Не только мелодисты, это замечательно, это здорово, но мы должны также профессиональную музыку исполнять тех наших композиторов, которые тоже отучились, вы знаете, и Москва, и Санкт-Петербург, и Новосибирск, известные наши композиторы, да, мы должны пропагандировать еще их музыку. И, конечно, это русская классика, зарубежная классика. Это вот на таком репертуаре ваш коллектив будет расти. Потому что в высокой классике заложены высокие задачи. И если задачи высокие, вы должны их ставить перед своим коллективом, и будет рост. Потому что и коллективу неинтересно, когда вы поете одно и то же, и нет роста. Вы сами понимаете, это и в жизни так есть. Можно это как бы сравнить с параллелем в любой другой профессии. Нет роста. Это, вы знаете, как, может, сейчас даже грубо скажу, почему болото? Оно есть болото, оно имеет запах, оно имеет тину, потому что там нет обновления.
Там нет новой струи, а река, она чиста, потому что постоянно есть новая струя, река вливается, есть обновление, у нее есть течение. Вот так же и мы, уважаемые хормистера, должны за этим следовать. Ну вот вы рассказали про качество звука, про качество исполнения, да? А какими качествами должен обладать современный хормистр? Конечно, самое главное качество – это огромный труд. Огромный труд. Уважаемые хормистеры, вы должны понимать, что профессия дирижер – это очень сложная профессия. Она потрясающе интересная, она потрясающе благодатная, потому что когда вы достигаете какой-то цели, это счастье неимоверное. И у артистов хора вы видите эти благодарные глаза, вы на слух слышите, как это здорово, и вам самим очень приятно, такой адреналин выделяется, это просто обалденное ощущение, но это очень сложная профессия. И если вы встали на этот путь, вы должны уже к этому относиться очень, как сказать, очень, в первую очередь, высокий уровень должен быть трудолюбия. То есть это пытливость, это поиск звука правильного, это поиск выстроенной гармонии, это поиск правильного высокого слова, правильная подача слова, фразировка. Вы должны постоянно для своего коллектива искать новые методы, интересные. Сегодня вы так искали эту фразу, а завтра вы этим же путем не идите. Вы подойдите с другой стороны, найдите другие слова для своих артистов, хора, чтобы решить данную или иную проблему в произведении. То есть вы должны постоянно саморазвиваться и быть интересными своим артистам. На это обратите внимание очень. Дальше, конечно, помимо трудолюбия, это постоянное развитие, постоянное саморазвитие, выезды на какие-то мастер-классы. Сейчас интернет полон различных тоже видео. Если вы не можете выехать куда-то за пределы, нужно обращаться в город Якутск, да, договариваться о каких-то мастер-классах или приглашать к себе в свой коллектив, чтобы вам оказали помощь, смогли со стороны что-то подсказать, и чтобы ваш хор зазвучал новыми красками, новыми эмоциями. Вы должны постоянно вдохновлять, быть вдохновителем своего коллектива. Ведь вдохновение – это, я могу сказать, это 90%. Это 90% успеха, когда люди работают на вдохновении, на стимуле, что они будут выступать, что вы их где-то похвалили, поблагодарили за что-то. То есть вот стремитесь развиваться и быть интересными своему коллективу. Ну, конечно, данный год, он сложен тем, что не было возможности выступать, потому что для коллектива очень большой процент радости, когда они выходят на сцену. И благодаря этому тоже люди растут, набираются опыта. В этом году, конечно, это был большой провал, не было такой возможности, но, тем не менее, сейчас, если у нас ситуация, будем надеяться, становится лучше, постарайтесь возобновить выступления. Даже можно выступление сделать в рамках своего коллектива. Да? Для своих же не обязательно выступать для своего села или деревни, или обязательно на конкурс. Можно сделать для родственников или близких, знакомых, своих же артистов, такой семейный круг, да, это тоже будет опыт, это близкие что-то подскажут, как вы себя на сцене ведете, как вы держитесь. То есть постоянно вы должны быть интересны и, как сказать, постоянно разными для своих артистов. Благодарим вас, Людмила Анатольевна, за такую беседу, да, содержательную, можно сказать, и желаем вам творческих успехов, и надеемся, что вновь увидим вас в качестве председателя жюри в наших будущих республиканских конкурсах, которые непременно, наверное, будем надеяться, что наконец они будут проходить не в онлайн-режиме, а офлайн, да, встретимся, когда артисты будут видеть глаза своих зрителей. А я еще хотела бы добавить такой момент, что
Уважаемые артисты, уважаемые хормейстера, постарайтесь, по результатам конкурса я могу сказать, иногда сердце просто разрывалось по сердцу ножом. Знаете почему? Я вижу, что за рулем стоит прекрасный хормейстер, довольно уже опытный мастер, прекрасные руки, которые держат хор. Но хор утратил свой возраст, и что бы уже ни сделал хормейстер, какой он был со своими замечательными ушами, своим замечательным опытом, хормейстер не может добиться того, когда уже звук старый у артистов хора, и уже хормейстер не может достойно выступать, как, допустим, выступал раньше, и такие не раз случаи встречались, звучит неприятно, видно, что хормейстер молодец, но мы же не можем из-за того, что хормейстер хороший, ставить баллы, да, если... Конечно, более молодые голоса не всегда выигрышные, коллективы с молодыми голосами более в другой ситуации, но старайтесь привлекать в свои коллективы омоложение. Это не то, что люди, которые уже стали более возрастные, их надо убирать. Нет, конечно, их можно просто садить в другие голоса. Женщины могут уже выполнять партии тенора. Или не брать такие высокие тональности, где скрипучая сопрано, допустим, с большой уже качкой будет вести мелодию, вы понимаете? И просто одна партия может испортить все именно из-за того, что пришел возраст. Поэтому старайтесь обновлять, вливать новые молодые силы, а тот коллектив, который у вас был прежде, просто менять местами голоса, и за счет этого можно дальше продлевать существование своего коллектива. Благодарим вас, Людмила Анатольевна, за содержательную беседу. И надеемся, что мы вас вновь встретим в будущих наших республиканских мероприятиях в качестве председателя жюри. И ждем новых конкурсов уже не в онлайн-режиме, а офлайн, когда артисты, исполнители могут видеть глаза своего зрителя и исполнять для него, выступать для него, нести прекрасное. Спасибо. Да, спасибо большое. Всем удачи. До скорой встречи. Уважаемые участники, желаем вам новых творческих побед, новых музыкальных впечатлений, новых песен. До свидания. До новых встреч.
Сахабы дойдутун үрдүнен жол соргу кустугаларар. Ол кустуга ордак сырдыгар, ылжаенологун арылар. Суд Куран серитыл барыта, эппитин камытын курдара, ылжа чең саната дуараян, өлүттен сүтүттен быра. Şehre dağıtar doyun, enseli kamparun hatoyun, kırcıga kılbayan taksibit, erberdin sahabit sarının,